В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нюргуяна Иванова, и я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Рынок России получил передышку на фоне ослабления геополитической напряженности. Рублю наконец удалось прервать череду падения с черного понедельника. Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 апреля составляет 62 рубля 6 копеек. Курс евро на сегодня равен 76 рублям 75 копейкам. Сегодня динамику рубля продолжит определять геополитические новости и цены на нефть. Эксперты Финама ожидают продолжения укрепления рубля. Генеральный директор, председатель правления акционерной компании «Алроса» Сергей Иванов увеличил долю в компании. Об этом со ссылкой на эмитента передает Финам. Сделки были совершены 9 и 11 апреля. Напомню, что в понедельник акции «Алроса» на московской бирже подешевели на 8%. Освоение месторождений угля в Южной Якутии вошло в число крупнейших проектов, реализуемых на Дальнем Востоке. Соответствующие итоги по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона за 6 лет подвело правительство Российской Федерации. В списке крупнейших строек числятся также Амурский газоперерабатывающий завод, Восточный нефтехимический комплекс, судостроительный комплекс «Звезда», животноводческие комплексы в Приморском крае и мостовые переходы с Китаем, Нижнеленинская, Тунцзян и Благовещенск-Хэйхэ. Правительство России рассмотрит включение в дальневосточную государственную программу инвестпроектов. Сегодня в Москве состоится заседание подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Заседание пройдет под председательством полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Подкомиссия рассмотрит включение в государственную программу социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 24 инвестиционных проектов, прошедших предварительный отбор. Объем инвестиций по ним составит более 153 миллиардов рублей. Планируется, что в рамках этих проектов на Дальнем Востоке будут созданы 5500 новых рабочих мест. Напомним, уже отобрано 199 приоритетных объектов и мероприятий социальной направленности. В том числе Якутия получила одобрение 7 объектов на общую сумму 1 миллиард 700 миллионов рублей. В Якутии все установленные плановые индикаторы заработной платы достигнуты. С января 2018 года средняя заработная плата доведена до целевых ориентиров. Об этом заявила 13 апреля исполняющая обязанности министра труда и социального развития Якутии Елена Волкова на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Вместе с тем отмечено, что положительная динамика вызвала определенный дисбаланс в оплате труда между работниками бюджетного сектора экономики. К примеру, в некоторых учреждениях младший медицинский персонал стал получать заработную плату выше, чем средний медперсонал. В этой связи Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений решила в целях дальнейшего совершенствования условий оплаты труда работников бюджетной сферы принять концепцию и план по совершенствованию системы оплаты труда в учреждениях бюджетного сектора экономики Якутии на 2018-2023 годы. Также было решено, что в трудовых коллективах необходимо проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам заработной платы. Проверка Министерства финансов Якутии выявила нарушения в Национальном художественном музее почти на 70 миллионов рублей. Общая сумма нарушений за период с 2015 по 2016 годы составила 69 миллионов 837 тысяч рублей, в том числе по оплате труда 56 миллионов 920 тысяч рублей, отмечено в сообщении пресс-службы ведомства. По итогам контрольного мероприятия в адрес учреждения было направлено предписание, привлечены к административной ответственности должностное лицо и юридическое лицо. Итоги для рассмотрения и принятия мер направлены в адрес Министерства культуры и духовного развития Якутии. Напомню, что ранее по финансовым нарушениям на 40 миллионов рублей в отношении руководства музея было возбуждено уголовное дело. В Аймяконском районе Якутии ввели в эксплуатацию линию электропередач Байтах-Терють. Новая линия обеспечит бесперебойное электроснабжение Терютского наслега, где проживает 365 человек. При этом затраты на обслуживание оборудования будут минимальны. Реконструкция воздушной линии проводилась за счет двух источников бюджета республики, а также за счет прибыли на инвестиции в тарифе по транспортировке электрической энергии «Теплоэнергосервис».
50% товаров в лавках магазинов республики должна занять продукция, сделанная в Якутии. Над этим трудятся работники торговли. В Якутске стартовал первый республиканский форум работников торговли и общественного питания Якутии. Форум собрал представителей розничной и оптовой торговли, общественного питания и органов государственной власти. Первый республиканский форум молодых промышленников продолжает свою работу. В мероприятии участвуют работники промышленной и геологической сферы. Форум призван привлечь внимание молодежи к промышленности и геологии республики, развитию кадрового потенциала и стимулированию их профессионального роста. В Якутии готовятся к внедрению единой государственной информационной системы социального обеспечения. Система позволит получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджета всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране. Воспользоваться данными сможет любой пользователь, зарегистрированный на сайте госуслуг. То есть любой гражданин, зайдя в личный кабинет в ЕГИС, сможет посмотреть, какие меры социальной защиты ему оказываются, в каком объеме и с какого числа, а также узнать продолжительность этих мер. В последующем будет сформирован социальный статус семьи, поскольку здесь учитывается не только гражданин-получатель, но и все члены его семьи. Социальная информационная система заработает в Российской Федерации с 1 июля. В Якутии в 2017 году заключено более 900 социальных контрактов. Из них 833 в сельской местности, на развитие личного подсобного хозяйства 584 контракта и организацию индивидуальной трудовой деятельности 336 контрактов. Помимо этого, 70 муниципальных образований получили господдержку в размере 70 миллионов рублей на содействие самозанятости малоимущих граждан в сельском хозяйстве. Отмечу, что 90% средств государственной социальной помощи на основе социального контракта малоимущим семьям ежегодно получают сельские жители. Основными направлениями оказания социальной помощи являются поддержка индивидуального предпринимательства и развитие личного подсобного хозяйства. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.